Мы обещали сегодня горожанам о том, что уличная торговля все-таки сегодня прекратится. И мы также обещали о том, что с дубинкой в руках и с полицейским мы не выйдем сегодня выгонять людей с улицы, чтобы они заходили. Для этого мы изучили вопрос, пригласили всех представителей рынков. Сегодня есть и рынок внизу с правой стороны Третьякова, там пустой рынок. И мы пришли к общему мнению о том, что места на рынке есть. Поэтому я обращаюсь сегодня к той части наших граждан, которые сегодня торгуют вне рынка, чтобы они четко понимали, что это нарушение законодательства с одной стороны, это грозит штрафом до 3000 лей, который мы не будем сегодня применять. Мы хотим сегодня, чтобы эти люди добровольно в течение 10 дней, 15 дней все-таки все заняли свои места там, где положено. Но мы говорим о том, что все. Не означает, что там какой-то родственник или какой-то кумэтр останется. То есть на рынке, вне рынка торговать не будет никто. Они ничем не отличаются от тех людей, которые торгуют внутри рынка. Сегодня некоторая часть, даже которая торгует вне рынка, она готова даже в 3 раза больше платить налогов, но лишь бы торговать вне рынка, потому что там идет торговля. Это никому не секрет. Они все, или 50% торгующих, они имеют места, оплачивают внутри рынка, но они там не торгуют. Они просто выходят на улицу, потому что там торговля. А что делать тем людям, которые сегодня платят налоги, патент, они находятся внутри рынка? Есть 2 варианта: либо мы всем даем свободу, могут организовать уличную торговлю с центра города до ДСУ. Второй вариант: либо все, согласно закону, находятся внутри. Тем более для малоимущей части, которые торгуют, многие на рынке говорят, мы даже можем и не брать этих бабушек, там 2-3 человека, средства. То есть об этом речь не идет сегодня. Сегодня я думаю, что, на мой взгляд, все-таки более люди, которые не боятся закона, наверное, или есть какие-то друзья у них где-то, наверное, есть какие-то кумэтры, вот они выходят и возьми телефон, если подходит полицейский, проверить документы, возьми поговори по телефону с кем-то. Я вас уверяю, что со мной никто разговаривать не будет по этому поводу. Даже если он будет моим родным братом или кто-то, я не позволю либо никто, либо все. Для меня это является самым главным, то есть в этой части. Поэтому я просто обращаюсь еще раз к тем жителям, которые сегодня торгуют. Тем более у нас ожидается реконструкция улицы Победы. Там, где мест для торговли уже не будет, там будут стояночные места для автомобилей. Стояночные места. Потому что сегодня, кто захочет купить что-нибудь внутри рынка, ему негде припарковать автомобиль. А если ему негде припарковать автомобиль, это означает, что рынок работает не полную силу, он уезжает в другое место. Либо вообще не покупает. Тогда зачем нужно было строить рынок, если негде припарковать, чтобы зайти? Парковка будет разрешена не более часа. Припарковал автомобиль, пошел, купил на рынке, что нужно, и ушел.